Так, пригорелась. И мы в эфире. Ура, ты включила. Да, включилась. Да, да, уже включилась. Мы уже в эфире, правда? В Фейсбуке вы сами себя видите? Слышите? Я еще пока не проверяла, но сейчас проверю. Конференция транслируется на Facebook, у нас написано. Ну, Да, нас показывают у тебя на страничке. да, ой, точно, нас показывает. Смотрите. Ура! Заработал. Хоть что-то заработал. Да, добрый вечер всем. Все, кто нас смотрит, надеюсь, такие люди начнут появляться в количествах. И, естественно, добрый вечер всем, кто у нас в Zoom здесь собрался. Юля и Екатерина, это наши, вот в этом сезоне наших сериалов многомудрых. Это первый раз, когда мы втроем встречаемся, а не только с Юлей вдвоем. Вот, да, и, Катя, добрый вечер, и у тебя день. У меня день, да. Добро пожаловать в наш многомудрый уголочек. Очень рада быть с вами. Просто супер. Замечательно. Особенно сегодня такой хороший день. Сегодня День Святой Екатерины, День Ангела. О, да, точно. И как бы так приятно в День Ангела что-то новое увидеть, в чем-то поучаствовать, особенно в магическом. Я уже не говорю о том, что у нас там 12-21, что тоже хорошо. Будем расспрашивать про 12-21, как раз очень внимательно. Да, прям написала в посте, что да, про вот эти волшебное время, я вспомнила, да, что ты не просто астролог, ведический астролог, но что вот числа и нумерология – это прям большая часть этого тоже. И, ну вот, знаешь, когда смотрела, наверное, читала наши эфиры, и, собственно, наши встречи, они такие посвящены подумать, поразмышлять про то время, которое, в котором мы прямо сейчас все живем. Но не то время таких перемен, а вот это время как раз между Самайном и Йолем, да, то есть вот это время вокруг Нового года, декабрь, самые длинные ночи, самые короткие дни, что уже имеет отношение, если не к астрологии, то к астрономии хотя бы, да, но это особенное время. Время волшебства. Вот. И мы говорили в прошлый раз, мы в пятницу, когда собирались, мы тоже говорили про разные ритуалы, которые существуют, да, в разных культурах. Я просто смотрю и понимаю, что я сама себе, мои отражения, и глаз не видно. И эти ритуалы, они существуют на какой-то очень таком практическом уровне, да, мы про практическое и поэтическое разговаривали, и там, ну, я не знаю, как елку занести, куда ее повесить, как там 2 прихлопа, 3 притопа сделать, и что-то при этом, ну, как во имя какой-то благопожелания. И есть вот в этих ритуалах есть такая вот практическая часть, прагматическая, может, она привязана действительно к очень таким прагматическим целям, не знаю. А есть такая, может быть, незримая часть, какая-то вот то, что не пощупать, то, что обыденному взгляду, может быть, не видно, ну, и в ритуалах, ну, и в смыслах, да, самого времени. И, ну, сразу, когда начинаешь думать про незримый мир, или там, может быть, он зримый, но он где-то далеко, и мы смотрим на небо, и мы смотрим на звезды, и мне сегодня там куча картинок с северными сияниями лента подкинула, то что вот это время может быть не только с точки зрения, как там наши дед-прадеды делали, но что это вот, как это время вот внутри большей системы тоже проживается, может быть, про что оно? Ну, у нас здесь очень много, это прям такая вообще бескрайняя поляна разговора прекрасного, совершенно магического, и совершенно вовремя. Вот. Ну и опять же, да, ты абсолютно правильно говоришь, что мы видим материальным что? Только то, что мы можем почувствовать своими 5 органами чувств. И в этом мы участвуем. У нас есть органы действия, да, с позиции ведической астрологии, органы чувств, органы действия, да, и органы выделения. То есть как бы они все, что у нас есть. Не так уж и много на самом деле. Все остальное лежит за гранью, пощупать, потрогать, поучаствовать. То есть мы можем быть какими-то деятелями физического плана только в очень ограниченных рамках.
Все остальное мы должны как-то либо придумать, либо домыслить, либо узнать, как оно на самом деле. И часто, да, наверняка вы сами сталкивались как магини с такими эффектами дежавю. Что-то новое узнал про великое запредельное, и вдруг такой: вау, да я же это же знала, вот так я же это знала, я же это чувствовала, а вот оно, оказывается, правда. Было? Бывало такое? Часто же бывает вот это дежавю. То есть это говорит о том, что мы же не зря тоже здесь вот и сейчас занимаемся конкретно этим, даже конкретно этим разговором. Это значит, что в прошлых жизнях мы уже в этом во всем участвовали. И получается, что когда мы какие-то вещи познаем, такие запредельные, да, то мы уже их знали. Человек же ничего не может понять, кроме того, что он уже знал. То есть, значит, мы уже когда-то участвовали там-то, 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 где мы умели то-то, 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 а здесь мы в другом качестве, и вдруг вау, и мы это вспомнили. То есть мы это вспоминаем. К чему спич? Спич к тому, что надо больше доверять своей интуиции. Опять же, стоит вопрос, у кого интуиция хорошая, у кого плохая, и как отличить. Но как бы отличить очень просто. Ну, просто, когда ты это скажешь. А догадаться, в принципе, глобально не очень просто. Интуиция права, то есть это правда интуиция, только тогда, когда она тебя ведет к лучшему, к чему-то лучшему. Все остальное нашептывание с нами сами знаем кого. Но опять же, карма-то тоже непроста, она не пряма. Если мне по судьбе суждено с нашептываниями сами знаете кого пройти, то не знаю что, то я все равно его пройду. Как говорят, да, теневая сторона наша должна быть принята. Глупо ее отрицать, глупо в первый раз там услышать 9 заповедей и тут же сказать, что «Вау, я больше никогда». То есть это самая большая ложь, которую только можно себе представить. И самый большой вред, который только можно себе нанести, это когда человек, еще не прошедший материальные испытания, все, которые, да, вот, Юля, например, ты ведешь путь героини, игру, и там это проходит. Ты должен встретиться с этими рыцарями, которые тебе что-то там наврут, должен встретиться с этими драконами, которые тебя закоктят там своими лапками, ты сам себя закоктишь сколько угодно, сидя по ямам там или где ты там попадаешь. По пещерам, по всему остальному, да. Да, пришел какой-то ментор, и вот это и есть наша интуиция. А ментор бывает, как вы помните, и белый, и черный ментор, а мы никогда не знаем. Вот и правда, мы не знаем, какой из них белый, какой из них черный. Даже, как говорится, у кшатрия, у воина на языке мед, а в сердце бритва, и он тебя обманет, воспользуется тобой. А у брамана на языке бритва, а в сердце мед. Он тебе скажет так, что ты развернешься, пошлешь его куда-нибудь к рыцарям или к драконам и пойдешь в другую сторону. Вот это ты ошибся. И в этом как бы наша интуиция, когда четко взвесить не фрейминг того, что нам приносит судьба, да, потому что мы на фрейминг реагируем. Вот это было сказано красиво, значит, оно правильно. Вот он меня любит, значит, он хороший. Да, как бы, этот меня не любит, значит, он зараза такая, да ну его нафиг, вообще никогда его не буду слушать, и вообще он такие какие-то гадости мне всегда говорит, подойдет еще и говорит какие-то гадости, да, это же, а он может быть как раз наш вестник. Вот, и поэтому мы как раз вот в этот период, так, к чему весь длинный этот спич, это самый лучший период для того, чтобы, встречаться со своей интуицией, очень хорошо познакомиться со своими тенями. Кстати, между прочим, вот честно, без всяких подкруток, Юля мне процент не платит. Сейчас самое то в это время трансформационные игры проходить. Потому что вам покажет, сейчас расскажу кто, нам покажет, я сама собираюсь, нам покажет потусторонние миры сейчас именно очень хорошую позицию наших теневых сторон. Почему? Потому что у нас же сейчас время как бы до зимнего солнцестояния, время будет еще, которым управляют нижние миры.
а потом меняется, и будут управлять верхние миры. Поэтому сейчас самое лучшее время познакомиться со своей тенью, пообщаться с предками, получить благословение древа рода, получить информацию о своих темных сторонах и в конце концов с ними подружиться. Героини всех отправлять. Да, на путешествие героини в том числе можем всех отправить, чтобы встретить всех своих этих черных рыцарей, кого там есть. Ну, опять же, хорошо в это время делать себе гороскопы там, или прогнозы. Ну, даже лучше не гороскопы лучше после Нового года делать, если честно, а на вопросы отвечать по волнующим проблемам. Сейчас очень хорошо, потому что портал открыт, он будет открыт аж до самого там, первых чисел, даже середины, я бы сказала, января. Как говорится, you are very welcome. Как раз тогда у нас будет наш ретрит. И мы об этом не говорили, но на самом деле он у нас очень как раз завязан в течение, ну, так, вся логика, да, вот вся эта история, она в том числе завязана и, ну, не сказать семантическими гадательными, да, но все равно с прогностическими раскладами, да, там, с картами, с рунами и так далее. То есть и в этом тоже есть какая-то история, как мы можем картишки раскинуть, да, но... Абсолютно, и Таро, и руны сейчас хорошо пойдут. Вот, да. Слушай, а мы как раз, когда мы тебя ждали, мы смеялись про то, что как мы себя будем представлять. Я говорю, ну вот Катя же, она знаток небесных тел. Я говорю, я просто знаток тел. А Юля сказала, я типа мастер внутренних тел. Или когда там спрашиваешь, как у тебя дела? Да я как-то не утел. Не утел, да. Сегодня не утел. Сегодня в теле, сегодня не в теле. Да. Сегодня в тонком теле, сегодня в физическом теле, сегодня в космическом теле. Да, мне очень понравилось, как меня на трансформационном этом самом мета-имидже назвала, ну, просто по ассоциации с портретами, одна девушка написала «механик космического корабля». Мне прям это очень польстило, я думаю, о, как, прям здорово. Я это прям себе в копилочку забрала. Механик космического корабля, прям здорово. Слушай, ну вот ты сейчас рассказывала слов, которые я как-то так очень чуть-чуть знаю, да, и про то, для чего интуиция, почему сейчас хорошо, понятно, да, но вот немножко так, знаешь, как вот разные способы описания, да, там, то есть мы с Юлей все в юнгианской там парадигме общались, и ты приходишь и даешь совершенно действительно как другой способ описания, ну, тех же феноменов. Да, и вот это, мне кажется, на самом деле как раз очень интересная история, потому что это тоже про встречу миров, и мы говорили о том, что да, это время действительно, когда миры, там разные миры очень близко друг к другу подходят, и мы можем говорить об этом как метафорически, так и в магическом смысле, да, и это тоже как вот разные способы при этом описания этих разных миров. Абсолютно. У нас просто, как говорится, божественных языков же много. Это святые языки, религиозные практики, ритуальные практики, та же самая интуиция, творчество, точные науки. Это же все божественные языки. Богу вообще все равно, как мы до него доберемся. Он нам ставит 100 лесенок. А у нас как бы личный выбор ребенка в песочнице. На какую лесенку ты лезешь? Как детская площадка, да, там и такие лесенки, и горочки, да, там и там можно на качельках покачаться, веревочная, пластиковая. Каждый себе выбирает. Вот почему я, например, очень большой сторонник интегральных всяких технологий. Почему? Потому что современному человеку ему недостаточно такой позиции, как дают догматичные религии. Делай то-то и все. Это почему это надо делать, говорит современный вдумчивый человек. Они говорят ему, вот так надо. Поэтому человек говорит, ну а я пойду поищу что-нибудь другое, потому что он понять хочет. Это же ведь, кстати, величайшее достижение нашего времени, что у нас есть возможности для понимания и выстраивания логических цепей гораздо больше, чем раньше. Другой вопрос, как ты ими пользуешься, да, это не люблю кошек, ты просто не умеешь их готовить. Поэтому кто скажет, что там интернет мешает жить, ну, кому-то мешает.
а кому-то помогает. Точно так же можно сказать, пенициллин мешает жить, кому-то мешает, кому-то он помогает. Главное, как ты пользуешься, правильно? Поэтому у нас есть, как Каббала говорит, да, язык ветвей и корней. С чего мы начали? Материальное видение – это ветви, то, что спускается. Ведь древо же наоборот, оно же корнями у нас наверху, а она веточками внизу, мы веточки. И мы тут видим эти листики и понимаем, а что там наверху, откуда корни? А корни, соответственно, у нас идут с, как бы, либо с планет, как бы, системы Сварга, либо с планет системы Патала. То есть там верхние и нижние миры. А кто нами управляет? Вот эти все. Мы тут, собственно, 10-й в очереди подползающие, даже 110-й. Несмотря на ценность человеческого тела, великую ценность, наша сфера влияния очень мала. Мы как бы не обладаем ни сверхспособностями, на самом деле, ни особыми ситхами. Мы как бы можем только, мы обладаем очень хорошим умением копировать. Так вот вопрос, что мы копируем. Опять же, если мы полностью отрицаем теневую сторону, мы тогда не получаем благословение тех самых великих существ, великих личностей, которые находятся по ту сторону нижнего мира. В ведической астрологии это называется якши. Все, что фейри, гномы, все вот эти вот существа, они как бы общим названием называются якши. А все такие, которые агрессивные, такие существа, чудища, они называют ракшасы. Ведическая астрология. Так вот, ракшас, он людоед, он тебя может съесть. It's okay. Но если ты с ним подружишься, ракшас в переводе с санскрита – это защитник. Защитник. То есть он тебе что будет? Защищать. Подружись со своим драконом с теневой стороны, и он тебя будет защищать. Подружись с якшами. Что они делают? Это же очень интересный факт. Почему они столь ценны и почему они борются с представителями верхних миров? Это тоже очень интересный факт. Почему они воюют? Якши защищают подземные сокровища. Дело в том, что сокровища всего мира содержатся в нижних мирах. Там все вот это вот, да, сундуки, как мы себе представляем, золото, бриллианты, все сокровища, все, что у нас есть, и, между прочим, передовые технологии тоже на планете андроидов, оно содержится в нижних мирах. А девы из верхних миров все время приходят и оттуда это отнимают, в том числе для нас. Прометей там принес огонь, еще кто-то что-то принес, господин Раху, который голова дракона в китайской мифологии, это голова и хвост дракона, кармический узел Раху, его антагония, его как бы хвост Кету, Раху приносит технологии, в том числе наш интернет. Вот мы сейчас здесь общаемся благодаря господину Раху. Плохо? Да, отлично. Отлично. То есть они нам сюда вытаскивают, у них вот эти вот технологии, богатство, все, что здесь есть. А те, у них задача какая? Защищать богатство. А иначе мы все разбазарим. Ну, согласитесь, нам же только дай. То есть получается, что тогда твой призыв, да, про встречу с тенью и познание действительно обретение опоры и ресурса. Значит, я просто думаю, там не только героини путешествия герои, есть там еще хранители, да, которые становятся. Но как при этом помирить, если ты вступаешь в коалицию с Ракшас, как девов-то не разгневать? Так понимаешь, что дело? Тут да, это как бы у нас два крыла, черное и белое. Это второе у нас это те самые влюбленные. Вот это и в этой самой в алхимии, да, это человек, разделенный на две части, мужской и женский, что, собственно, пришло из Пуран, это же Шива и Парвати. Это единое существо, природа и дух. И, между прочим, есть еще такое прочтение, как культура и дикая природа. То есть пракрити, или пракрити, как правильно сказать, все время путаю ударение, это природа, и она на самом деле дикая природа. А пуруша – это дух или культура, которая эту природу приручает.
И тогда создается человеческое там или какое-то цивилизованное общество. То есть это оплот цивилизации. Потому что если мы природу дикую, женскую нашу часть, выпустим без контроля, ну я не буду комментировать, да? Ладно. Нас унесет в страну ос, мне кажется, всех. Да, и в страну пчел. Пчел, шмелей, саранчи. Ага. Потому что без контроля женская энергия слишком агрессивна. В Кали-югу. Деваться некуда. Такова судьба. А как бы вот эта вторая праворучная, да, часть, которая рационализаторство, культура, она же цивилизация, свод законов, она эту природу регулирует. И тогда у нас есть гармония, правильно? Но если у нас идет перевес в правую сторону, что мы сейчас можем наблюдать, когда это своды правил, догматизм прижимают естественные порывы природы, которая свободна сама по себе, по своему духу, да, она свободна. Ее нельзя долго сжать, да, это как в физике. Помните, поршень, если в газ сильно втопить, то рано или поздно он просто взрывается. И идет что у нас? У нас идет бунт по женской системе. То есть это спонтанные взрывы, но совершенно непреодолимая сила. Точно так же, как ведет себя женщина, очень чаще всего она терпит. А потом... И там, знаешь, клочки по закоулочкам, ничего не осталось. Пепелище. И ты спрашиваешь, что случилось? Ребята, так вы не давите вот так вот. Это же природа, это же дикая природа. Ее надо уважать, почитать. Отсюда сколько у нас культов с вами, да, почитания. Даже та же елка, да, елка же символ смерти, и елка символ вечной жизни. Вот когда она традиционно, наверное, в прошлый раз вы говорили, я эфир-то прошлый ваш не послушала, потому что я его не нашла. Он у вас там как-то не записался и что-то это. Но я надеюсь, я не повторяюсь, что как бы елка – это умирающая система, которая у нас на глазах показывает умирание этого года, который возродится вместе с Сурией, вместе с Солнцем в зимнее солнцестояние. Да? Поэтому елка как символ присутствует, вьющиеся растения присутствуют как символ жизни, который возродится, да? А также, что интересно, они же символ подземных миров. Потому что там все вот так, да, там же наги правят, там правят змеи. Вот. И яблоки, и корица, и мандарины, те самые наши любимые, это символ как раз солнца, то, что родится в Сурии. Вот, то есть там вся символика, и мы предков почитаем. А предки нам первые провайдеры запредельного мира, потому что они наши самые близкие. Они нам могут показать, могут нас за руку отвести, могут нам там помочь, оказать совет дать какой-то, да, то есть мы в первую очередь обращаемся к предкам, чтобы понять нашу теневую сторону, что, в общем-то, логично даже с позиции генетических кодов, да. То есть тут можно только задать вопрос, что было первично, что вторично, курица или яйцо, да, генетический код первый, ну, скорее всего, нет, это всего лишь картинка, которая нам показывает, как работает наша вот эта вот система. Но это очень звучит похоже на весь декабрь, да, вот, ну, как бы вот эта глобальная картина мира, вот это вот, ну, такая космическая картина мира очень похоже звучит на, в принципе, то, что происходит в декабре, да, когда сначала мы получаем доступ к нижнему миру, потом к верхнему, и наша задача как-то в этом всем станцевать так, чтобы не сойти с ума, не впасть ни в одно, ни в другое состояние. Что удивительно, я вот сейчас, пока ты, Катя, рассказывала, я подумала, у меня питомник собачий, называется «Танцы Кали-юги» в честь произведения Владимира Мартынова, да. И я подумала, и это муж называл мой когда-то много там лет назад, он придумал, он услышал это произведение Мартынова и решил, что надо брать. И вот это именно танцы в эпоху, да, Кали-юги, вот танец как средство прожить сквозь это, да, вот в танце, не знаю, как карта шута в Таро, когда вот он в этом неком танце умудряется там не упасть с обрыва или упасть, но все-таки пройти как-то, да, вот
такой вот у меня яркий сейчас образ возник на это. Вот, пробалансировать пройти между всем. Это очень хорошая ассоциация протанцевать из одного мира в другой. Лучше всего протанцевать, потому что тут не наш уровень понимания. Тут надо действительно идти на уровне шута, отдаться, предаться, но у нас есть технологии, как предаваться, и очень хороший, например, вот как бы моя технология, которая мне нравится в этом случае, до солнцестояния, мы отпускаем. Мы отпускаем. То есть, например, такая простейшая история, когда мы пишем на бумажке все наши, что бы мы хотели, чтобы убралось из нас. То есть мы же можем исправлять только себя, правильно? Мы можем исправить что-то только путем исправления себя. Мы не можем исправить их, хотя хочется, правда? Вот они всегда хочется делать. Вообще ужасные. Они-то вообще, это какой-то кошмар, как посмотришь, смотреть неохота, а я-то, да. Вот, но, к сожалению, они исправляются, когда исправляюсь и я. По сути, потом оказывается, что они вообще ни при чем. Вот, поэтому в темную эту сторону нам лучше отпускать. Поэтому списки желаний, что я хочу, лучше делать уже после 22-го, после солнцестояния. А до этого как раз списки, чего я не хочу. И они прекрасно поджигаются на волшебных кострах. У кого есть, у вас там, наверное, есть эти волшебные фаерплейсы, очаги, там прочие дела, уютные камины, вот там вот это. Хотя вообще эти штуки лучше сжигать на улице, конечно. Вот, ну, ничего, мы тут тоже в траве можем сжечь. Вот, опять же, прекрасная тема – это прохождение между, ну, попрыгать через костер, у кого есть возможность, тому окей, опять же, а хотя бы пройти между двумя свечами. Только надо правильно выбрать направление, куда идти, да, на юго-запад, на юг мы не ходим, надо идти на северо-восток или на север, или на восток, очищая свое биополе, да, то есть таким образом. То есть мы то, что не хотим, сжигаем, просим, за наши недостатки отвечают нижние миры. Это, как говорится, есть верхние чакры, да, есть античакры, которые ниже пояса идут, ниже таза. И там отвечают нижние миры. За наши недостатки отвечают нижние миры. Поэтому мы их просим убрать. Помогите убрать, потому что матушка Кали, которую мы только что упомянули, и не зря, она же занимается тем, что убивает демонов. А кто такие демоны? Наши недостатки. Это не вот эти вот чуваки, как мы надеялись. Пошла бы она их всех поубивала, и нам стало хорошо. Нет, это внутреннее поле боя с собой мы должны бороться, и она нам помогает, она нам в помощь убивать этих демонов наших. Поэтому мы их и должны попросить: ребят, мы уже урок усвоили, уберитесь, пожалуйста, уберите вот это вот из нашего, пожалуйста, убери от меня вот это качество. И вот это до 22-го мы можем делать. А сейчас, кстати, еще до 17-го будет Марс в Скорпионе находиться, ну, планетарно. А это время мистики, прям тут нам карт-бланш вообще, и прям сейчас вот этим всем, о чем мы говорим, прям заниматься, ну вот прям вот только бы этим и занималась. Вот только бы этим. А после уже солнцестояния, соответственно, мы уже желания загадываем, вот эти все списки желаний, планирование на будущий год, вот это вот все очень хорошо идет. Ну, вот мы прям хотим делать тоже на нашем ретрите, как мы рассказывали немножко, что мы действительно будем идти по разным системам восприятия, но в том числе прям такой у нас есть в сценарии, как вот этот нарратив через 12 ночей Йоля, да, то есть там действительно каждая ночь, она связана с каким-то, с одной стороны, с каким-то таким аспектом, каким будет год, каким может быть год, а с другой стороны, с поиском тех ресурсов, откуда можно брать действительно, напожелать-то и намечтать можно многое, но должно... Но не будет ли это сделкой с дьяволом, да? Ну, на каком-то бензине надо это желание подпитывать, да? Да. Где действительно, ну, как это такое даже про где смотреть, где брать ресурс, где источник. И знаешь, когда тоже, раз ты уж упомянула трансформационные игры, это тоже как бы та же история, смысл этой игры – пойти собрать ресурсы, потому что каждое испытание, там та же встреча с тенью, которая там тоже ресурс, да, это, ну, как бы путь по увеличению ресурса. И я думаю, что это вот тоже как-то, тоже из, собственно, вот это ретритного нашего, это то, как провести это время действительно
повышая свою способность замечать. Мгм. Да. Это Ресурсы называется лежат. нимита-шастра. Нимита-шастра – наука примет. Это то, насколько мы умеем знаки замечать. Часто знаки каждую секунду подаются. Мы их не видим. И квалификация любого интуита, я уж не говорю там мастера игры или астролога, которому это вменяется прям необходимость, да, понимать эти, а даже любой человек, он может себя тестировать, насколько он свою интуицию поднял с нуля, как только он начал понимать эти знаки. Потому что любое событие может нам что-то, оно не может, а 100% с чем-то нам говорит. Бог с нами так разговаривает. Вот он нам дал, и ты должен что-то понять. У меня иногда прям я не могу, чаще всего я понимаю, но бывает иногда, прям я вот не могу понять. Редко, но бывает. Меня это начинает так гложить, и я уже начинаю думать, что, а может быть, мне как раз это знак, что не надо понимать. Вообще надо успокоиться и пройти мимо. Это задачка для следующего класса. Не привязываться, да. Слушай, когда сейчас Катя начала говорить про знаки, я думала, сейчас должно появиться 4-е окошечко, и вплыть Арсений Сергеевич, разговаривая о различиях. Про знаки и символы, да. Но нет, он, конечно, может войти и в твою же окошечко сейчас, да, но... Нет, он уже уехал и не может войти в мое окошечко, но если вдруг он случайно нас слушает в машине по дороге, значит, в свои танцы Кали-юги, вот, то может нам что-нибудь написать, мы обязательно прочитаем. То есть танцы Кали-юги про животных – это прям вообще очень потрясающая совершенно идея. Еще и по планетарной как бы истории. Дело в том, что собаки – это символ Кету и Сатурна. И крайне благоприятно заботиться о животных и конкретно о собаках для повышения уровня и качества этих планет. Вот, и, соответственно, что они дают? Ну, Сатурн вообще, он рулит нашей кармой и рулит всем гороскопом. Соответственно, гармонизируя Сатурн, мы просто исправляем весь свой гороскоп, всю нашу карму. А гармонизируя Кету, мы как раз-таки достигаем вот того, о чем мы сегодня говорили. Кету – это ракета в мир интуиции. Это хвост дракона, у него башки нет, глаз нету. Но поэтому, когда он не гармонизирован, человек абсолютно в материальном мире не может себя ощутить даже. Но как только мы начинаем идти путем интуиции, то вот этот 3-й глаз знаменитый открывается, и это как на ракете взмывает в любые как раз возможности познания 3 миров. Это вот просто очень интересный факт, что как бы ваш вот этот вот собачий рай на земле, он называется, и как бы в танце Кали-юги матушка Кали танцует вместе с Господом Шивой, потому что это же его жена, одна из ипостасей Парвати. Вот, а Господь Шива, он как раз покровитель Сатурна. То есть там все очень интересно закручено. Все как бы, все в одном. И, кстати говоря, о трансформационных любых практиках, Юля, вот ты правильно сказал, что надо еще научиться этот опыт перерабатывать, потому что это самая большая задача. Он же убивает, этот опыт часто яд. Все, что нас не убивает, нас убивает. Вот. Да, убивать, продолжать убивать. И если мы не умеем трансформировать яд в амриту, яд в нектар жизни, то мы от него же и умираем, от своего собственного яда. А ведь это тоже ипостась и прерогатива Господа Шивы. Это он нас учит, как именно только он может во всей вселенной, проглотив яд, превратить его в нектар жизни. Только он, больше никто из богов это не может сделать. Вот, поэтому, соответственно, в переводе на язык семантики Шива, мужская его ипостась – это цивилизация, культура, человек и дух, а женская его ипостась – это дикая природа. Вот мы опять разумом начали, разумом кончили. Мы опять замкнулись на балансе женского и мужского. Только помирив вот это внутри себя, мы сможем этот яд переварить в эту амриту. И все трансформационные игры, в принципе, и вообще практики, они про это.
Ну, ты совершенно верно говоришь, да, про вот эту трансформацию. Здесь это еще и практика фармакопеи, да, и потому что, собственно, взять, наверное, почти любое лекарство, которое мы есть, да, от дозы. То есть, Мгм. в принципе, аскорбинкой можно Самоубийца, да. самоубийца, да, если постараться. Поэтому, мне кажется, это прям тоже вот история и количества, да, и вот этого способности, ну, как бы фильтровать, что-то пропускать и что-то Мгм. останавливать, вот эту проницаемости нашей мембраны. Мне очень нравится, как Кейти Димок, да, танцевальный терапевт, она очень много про прикосновение, у нее есть такая концепция мембраны, она мультисенсорная, мультимодальная. Вот. А с другой стороны, это и в том числе и вот это, где происходит вот это качественное изменение, да, когда Мгм. У всех оно в разной скорости. да, конечно. Потому что Мгм. трансформация человека зависит от его пракрити, от его, как бы, ну, каких элементов, каких первоэлементов у него больше. Огонь, воздух и вода, земля. То есть воздух быстрее трансформируется, чем вода, земля. Ну, просто по тяжести, да. Мгм. Вот как бы и поэтому темп трансформации тоже важен. Мгм. Ну вот из этого всего послушать, да, то есть как подрезюмировать, да, что действительно вот это время и его смысл, ну, среди прочего многого мы говорили про то, что замедлиться, про то, что начать замечать, про то, что действительно как-то вот там погружаться внутрь и выходить наружу, и это очень созвучно с тем, когда ты говоришь про встречу с тенью. Погружаться внутрь – это погружаться – это вот туда вниз одновременно, да, если так говорить, ну, в смысле слов. И в это же время это действительно вот где происходит тот переход, да, переход, где связан как раз с рождением Солнца, то есть оно же не то, что Солнца не было, не было, не было, а потом раз появилось, да, то есть его отсутствие в этот момент проявленном, но оно присутствует не проявленном, то есть Для любой нас в нашем материальном мире период было плохо видно, стало лучше. для нас, и здесь прям как будто очень много слоев есть, и действительно какие, правда, что может поддерживать, и, тут прям массу идей тоже подсказывал, то есть какие действительно практики, которые могут быть очень, очень, какие практики, которые сложные, какие-то, которые выглядят очень простыми, но при этом внутри они большой потенциал такой трансформационный могут себе нести, да. Ну вот в это время, например, древний славянский мир, он занимался крещением. Крещением, прописыванием своих проблем, недостатков. Кстати, слово крестный – это переделанное слово крестный, а крестный – это был личный психолог. То есть можем себе представить у всех вот этих вот лапотных, по нашему пониманию, древних всяких там славян и прочих народов, у них всегда был личный психолог. Близкий человек, которому можно было доверить все, что угодно. Он назывался крестный. Это когда уже все стали перемалывать на христианский мир, там все переименовали, но не будем сейчас этого касаться. Крестный, он с ним занимался крещением, то есть садились и прописывали, что не так, проговаривали, сжигали вот эти вот, то, что я сказала, сжигали вот эти вот бумажки, это часть крещения. А практик крещения есть очень много. Я вообще мечтаю сделать ретрит на эту тему какой-то когда-нибудь. Я его не успела сделать, когда можно было живьем делать. Но на онлайне его трудно, потому что там надо же физически присутствовать и что-то делать, тогда это интересно. Но я надеюсь, что когда-нибудь до этого дойдет удача и счастье, что можно будет это сделать. Вот, и прописывали вот эти вот штуки, делали. И отсюда вылез карнавал, собственно, потому что они выписывали свои недостатки, присваивали им качество какого-то животного. Ну, например, там я обжора или грязнуля, и я свинью олицетворяю, да, или и так далее. Я там хамло, и я собаку там лающую, злобную олицетворяю. Делали маски вот этих животных,
и проживали их жизнь, крича, как это животное. И когда ты видишь, и смеялись друг над другом. Вот так ты выглядишь, когда ты делаешь вот это вот. Пришла эта культура карнавалов, где прощались с вот этими вот замечательными, в кавычках, качествами. Вот, поэтому это тоже достаточно простые, но очень действенные практики, которые мы из-за своей личной серьезности убрали из своей жизни. У меня, например, есть мечта как-то это возродить, сделать какую-то такой, потому что это классно. Мы все потеряли в себе шута, мы все потеряли в себе простодушного, мы все потеряли в себе ребенка, мы все такие серьезные мудрецы, такие все. В худшем случае правители. Да-да-да. Я когда работаю с клиентами с внутренними животными, и даже просто не с животными, а, допустим, говорю, работаем с внутренней собакой конкретно, люди всегда очень удивляются тому, что у них вылезает во время воображения, да, работы, потому что когда ты даже говоришь «собака», сразу представляют каких-нибудь, ну, сейчас будет овчарка, там, волкодав, доберман, еще что-то. Вылезают всякие мопсы, еще что-то. Да, да, да. И я говорю, ты куда ж мне с этим мопсом? А я дальше там встречаюсь с быками разъяренными, да, там ну, по сказке, когда идем. И говорит, как же я? А я представляю, что моя собака должна сейчас броситься на этих быков и что-то с ними сделать. А там мопс сидит, похрюкивает, вот это вот все. И тут животное, вот оно подлетает, да, у кого-то... Юля, держись, все хорошо. Я просто, я не знаю, как ты знала, потому что, то есть мы с Катей, когда у нас занятия по Таро идут, это обязательный номер программы, когда значит, студенчество требует показать мопса, нам приносят мопс. Да, у педагога мопс как раз. Смешно именно хрюкающие с горжеткой из себя. Я же собачник со стажем, девочки, я знаю, как хрюкают собаки, и какие из них хрюкают. Ривер тоже хрюкает, да. Да, ну и вот этот мопс, это вот конкретная на самом деле ситуация у девушки, у нее собака бросалась на этих быков и кусала их со всех сторон. Он вдруг превратился вот в это вот ам-ам-ам-ам-ам, и он покусал, и быки присмирели мгновенно, да, то есть, но при этом поначалу у нее был ужас, шок, она говорит, боже, я думала там, ну, лабрадор хоть какой-нибудь будет, а тут мопс, совершенно несуразный. Поэтому, да, вот этот ритуал по надеванию на себя маски, вот у меня в клиентской работе с этими внутренними телами очень прям идет. Но я, кстати, ни разу не пробовала прям надевать маску, мы все-таки по воображению, да, в направленном таком работаем. А, наверное, если эту маску сделать, тут же хоть какую-то из бумаги ее там надеть на себя, то это прям вообще такой... Да, это чем юнгианские аналитики отличаются от арт-терапевтов и там терапии творчества, потому что это сразу бы начали надевать маску, двигаться. Ну да, да, ну видишь, как это, конгломерация, кооперация и вот это вот все. Да, здравствует кооперация и конгломерация, да. Интегральная технология. Да-да-да. Катя, что ж такого в этом 7, 12, 21 особенного? Расскажи нам, я все хочу спросить. Ну, семерочка, здравствуй, Кету, о котором мы сегодня очень много говорили. Это день интуиции, день прозрения, день ясновидения, духовного роста, знакомство с нижними мирами. Он туда провайдерит, он также как бы проекция нашей любимой богини Гекаты, соответственно, туда же. Вот, и как бы Екатерина, это тоже проекция имени Гекаты. Это оттуда, поэтому любая Екатерина – это такое хтоническое существо. Вот, и у них у всех обычно очень, как бы, ну, Геката, как вы помните, имела право ходить все в 3 мира. Поэтому очень часто, как бы, люди с этим именем имеют такую проницательность, другой вопрос, пользуются или нет, и возможность видеть всякое разное. Минус только в том, что это все-таки провайдер хтонического, да, хтонического божества, и ты больше видишь, то есть там есть проблема негативного мышления. То есть ты можешь видеть все недостатки, все проблемы, все беды и горести, да, будешь пифий такой, а как бы в некоторых вещах надо научиться просто молчать.
Потому что это людям, ну, людей это пугает. А как бы для тебя это как бы норма, ты понимаешь, что это норма. И я как бы в свое время в писательской деятельности сталкивалась с тем, что то, что для меня люди говорят, какой ужас, как ты так круто написал, но это так ужасно. А я понимаю, что я говорю, да я вообще-то еще только очень лайтово об этом написала. То есть мое понимание ужасного и ужасного для вообще людей нормальных – это разные вещи. Вот, это что касается семерочки. То есть кету может провести как раз во все нижние миры, в том числе, но безопасно провести, если у тебя достаточно есть как бы духовной составляющей. И как бы, если у тебя есть альпинистская веревочка от верхних миров, что ты не провалишься, потому что иначе сюда провалишься. Там можно войти в любой хаос. Главное не заблудиться там. Нитириадна должна быть. Вот. Что касается двух троек, которые 12-12, ну, это у нас 2 Юпитера, 2 гуру. Это верховные знания, в том числе академические знания и как бы высокий уровень знаний, да, то есть чем тут и занимаемся. Но вместе они дают второго гуру Шукрачари, Венеру, который как раз опять же очень хорошо клеится к разговору о право- и леворучном балансе. Потому что гуру Брихаспати – это академия. Это Юпитер, он гуру богов. Гуру Шукрачарья – это творческий прорыв, самодеятельность любого вида, основанная на глубоких знаниях, то есть не по букве, а по твоему разумению. Гуру Шукрачарья, гуру демонов, гуру асуров. Он самый добрый гуру во Вселенной. Почему? Потому что он воспитывает асуров, которые никогда не исправятся. И он олицетворяет вселенскую любовь. То есть это у нас абсолютно магическое число по 2 гуру проходящие. То есть не зря мы сегодня с вами собрались. Нет, не зря. Вообще не зря. Слушай, я просто смотрю и всегда каждый раз мы говорим, в следующий раз мы покороче должны, покороче. Но не А получается. зачем? Почему такую цель ставишь покороче? Надо, как говорится, пока идет творческий процесс. Ну да, да, и, ну, тем не менее, слушай, я хотела бы, наверное, потихонечку сворачивать, потому что у меня через 10 минут следующий звонок. Да, регламент соблюдаем, нормально, тоже хорошо. Надо уважать всех слушателей, которые тоже не обязаны слушать по 3 часа. Ну, в общем, да. Не обязаны. Но, слушай, прям мне очень как-то здорово, что мы собрались, и это какой-то очень такой, действительно, как еще один взгляд, еще одна перспектива, и опять же, когда я слушаю, да, то есть и там все вот эти имена, сложные имена на санскрите, они, ну, такие вот, ну, как так, я такого ничего не знаю. Но... Ты знаешь их же под другими именами, потому что они все же рассказывать, я тут же говорю, да я все это знаю. Конечно. Это как раз вот очень интересная, для меня это очень интересная история про действительно такой, ну, даже не переводчик, а когда там, не знаю, вот есть же такие двуязычные книги, когда там текст поэзии на русском и на английском, и они не переводятся, потому что, ну, вот, ну, перевод там он есть, но я же не перевожу, я могу выбирать, какой страной книги пользоваться, какой страницей, и при этом я могу переключаться, да, то есть замечать вот эти внутренние смысловые связи. И вот, наверное, в этом, ну, как-то очень действительно классно, потому что, опять же, тема времени, это тема вот переходов и соединения вот этих очень разных с виду вещей, когда мы говорим, потому что когда мы говорим про свет и тень, мы все время говорим про одно и то же. Ну, как бы в сути, да. Абсолютно. Вот, откуда свет и тень возникают. И тоже так же, как разные языки описания, но при этом мы говорим об одном и том же. Без света нету тени, но без тени мы не увидим свет. Света, да. Верно. Ну что, 5-минутка беспардонной рекламы? Юля, Ну, наша беспардонная реклама, как всегда, про наш ретрит, который, в общем, стартует там 20 декабря. И
Ну вот слушая сегодня Катю, я прям гладила мысленно себя по голове и думала, что, ну это же так классно, когда с разных языков про одно и то же. И вот, собственно, то, с чего Катя и начала, да, что мы не узнаем ничего нового, мы просто вспоминаем хорошо забытые старые, там, из прошлых жизней, еще откуда-то. И я думаю, как классно мы там вспомнили вот про это, вот про то, и еще про что-нибудь, и вот это все. И когда я нахожу из разных направлений такие вот прям четкие точки соприкосновения, я понимаю, что эта дорога правильная, да, вот что значит вот то, куда мы идем, и еще кто-то идет с нами, и вот эти коллеги, и вот те идут, это прям очень правильное, поэтому я понимаю, что наш ретрит правильный, вне зависимости там как он будет проходить, сколько участников придет, какую программу мы в итоге выберем, да, из того вот многообразия, которое мы сейчас выбираем, поэтому вот, да, прям классно, это греет душу и вообще. Как пел БГ в одной знаменитой песне: если мы идем, то мы идем в одну сторону, другой стороны просто нет. Да. В общем-то, и это тоже правда. Да. Вот, ну, я как-то очень жду и приглашаю всех, действительно, вот если, Катя, очень тоже присоединяйся, и действительно это какое-то время, которое, вот про что я хотела, мы все время говорим про переходы и про ритуал перехода, но и про лиминальность, где все соединяется. Но есть такая вещь, вспоминаю про переходное пространство, апрельский семинар, где там тоже один из участников говорит, но забыли-то про главное, коммунитас, да, потому что кроме вот этой функциональности, где все зыбко, все непонятно, нужно, нету четких ориентиров, или как у нас Надя написала там в Инстаграме, что это как раз то время, когда из дома вышел, и дома уже не видно, и куда идет, не видно. И одновременно там вот есть эта важная часть, вот этот коммунитас, когда вот эта совместность, почему это время так важно проводить в совместности. У нас даже не получается это, ну, действительно, там, выехать в Суздаль, в заснеженный, куда угодно, или наоборот, куда-нибудь под Пальмы, и встречаться только в Зуме и там в Телеграме, но это все равно то ощущение совместности, когда ты идешь через это время, где не очень понятные ориентиры, но ты точно знаешь, что ты там не одна. И это как раз вот какая-то такая важная вещь, когда при в своем внутреннем процессе ты все равно одна, но одновременно не одна, потому что есть... Но дорога у вас общая, да. Дорога общая, да, и это вот прям какая-то очень, не знаю, для меня какая-то прям важная вещь, и у нас, наверное, Катя, тоже это... Ну, кто-то должен держать за руку в это время, да, ты абсолютно права, потому что, да, не видно, органы чувств нас подводят в этот момент все, и поэтому, да, вот свой круг, важность окружения единомышленников, это всегда самое, ну, самое необходимое, потому что мы то, что мы едим, то, во что мы верим, и то, что нас окружает. Вот все наши составляющие в этом, больше ничего нет. Поэтому если у нас есть единомышленники, особенно в страшную пору, да, как в сказке, да, в лесу дети, они сидят под елкой, сцепившись, и ждут, пока солнце взойдет, будет что-то видно, и не шевелятся, потому что там совы, кто угодно, волки, там все, не все волки доброжелательные, да, с кем-то можешь договориться, с кем-то нет, с волком Фенриром не договоришься, никто не сможет, как известно. Поэтому мы действительно должны, вот, конечно, держаться друг за друга, помогать друг другу. Кстати, между прочим, хотела сказать, что вот этот вот раздутый ажиотаж всяких этих базаров и новогодних мероприятий, он очень вреден для людей, потому что именно они входят не в позицию кету, внутреннего мира, хвоста дракона, интуиции, а входят в позицию раху, ненасытной головы дракона без тела, как лошадь Мюнхгаузена, да, которая пила и не могла напиться. И они не смогут, никто не может выйти от этого удовлетворенным, потому что только бегая по вот этим вот и хочу, потом разочарование, потому что это время требует от нас не то, а наоборот, интроверции, не экстраверции. Вот почему, конечно, все это, когда начинается с сентября уже вот этот ажиотаж, но очень грустно
потому что уведет определенных людей ну, не туда, не к себе, а от себя, к сожалению. Поэтому если кто-то об этом задумается сейчас, ему будет это очень классно и полезно подумать, что я гораздо важнее, чем моя внешняя атрибутика. Внешняя атрибутика меня не спасет, хотя она может радовать, но она не всегда утешает. И все это знают. И это не решает вопроса. Если я внутри себя не удовлетворен, то меня не удовлетворит ничто. Вот. Ну, а со своей как бы стороны, с позиции прямолинейной рекламы, я могу сказать, что до 22-го лучше всего приходите за ответами по гороскопу на любой вопрос, какой угодно. Все разбираем, все решаем и даем лекарства, как это исцелить. А после уже рождения солнышка приходите за натальными картами. Да, Кать, спасибо. У нас Юля как-то пропала из эфира вот в этот момент. Сейчас что-то, наверное, со связью случилось, не знаю почему. Может быть, это знак Нимета. Это возможно, что знак, да, что Вселенский говорит, таймер, время. Ну да, как бы аналитические сессии 50 минут прошло, хватит. Да, спасибо, да, и действительно, ну, да, это время для, когда ты говоришь, да, как будто надо наоборот, что вот это время, где сейчас все бегают и в ажиотаже, это время, когда важно ну, как, закукливаться, а время как раз вот после, да, после солнцестояния, это уже тогда будет время действительно, когда выходить внаружу, и как раз вот эта движуха должна в это... Обычно получается наоборот, что так все умучились и устали от декабрьской первые дни января, что такие изображает из себя юльская И уже победа. не хватает сил-то порадоваться по-настоящему вот этому вот, то есть к чему мы готовились вообще? Да, ну и вот это, наверное, если про ретрит говорить, то как раз эта идея действительно, как вот эту совместность, потому что при этом совместность, она какая-то очень важная, это очень важно быть, но при этом, да, где есть пространство для уединения, и эта совместность, она при этом очень, может быть, ну такой не шумной, не... Вопрос, с кем ты совмещаешь себя в этот момент? Мгм. Ну да, и это, наверное, вопрос про синхронизацию, что если люди совмещаются и выбирают быть там, пройти это время друг с другом, вот синхронизированные, там, не знаю, по времени, по качеству, по намерению, то тогда это не, ну, не разрушает, она может как раз поддерживать те самые границы и те встречи там с внутренними драконами, тенями и неприятно, потому что, ну, тогда, ну, правда, не один. Вот. Ну чего, пора завершать, я думаю. Спасибо тебе огромное, что пришла. Спасибо. И мне понравилось, я думаю, надо еще, надо чаще встречаться. Я с удовольствием, зовите в любое время, с удовольствием приду с вами поговорить на все любые вообще темы, поскольку они у нас общие. Да, супер, спасибо, Катя. Всех целую. Да, спасибо, пока. Благодарю. Хорошего дня тебе, Пока, да. хорошего дня. Пока-пока.